Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тантосова. Как всегда, у нас последние новости, много свежей информации. Сделаем зарядку, познакомимся с интересными людьми, дадим полезные советы для всей семьи. Потому что у нас рубрики есть и мужские, и женские, и о моде поговорим. Ну, в общем, обо всем на свете. Кстати, расскажем, какие выставки и какие интересные экспонаты можно увидеть. Ну, а также мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться прямо сейчас и быть всегда в курсе наших интересных сюжетов и событий. Ну а самое главное, что нужно сделать самым ранним утром? Надо узнать, отправлять ребенка в школу. Ну, сегодня вроде бы можно, но да, сегодня все равно лучше проверить, конечно. Минобразование публикует в своих ресурсах информацию последнюю, там можно посмотреть, является ли день актированным или нет. Ну, по нашим предварительным данным, температура, в общем-то, нормально. Тепло, да, теплее, чем вчера. Теплее, чем вчера. Поэтому давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня минус 27, минус 38, в Заречной группе 34-48 ниже 0, в южных 18 градусов со знаком минус, в Вилюйской группе 19-24 градуса холода, в Нижнеленских минус 33, минус 36, в западных 17-24 со знаком минус, в Колымо-Индигирской группе Улусов 19-36 градусов мороза. В Янских минус 40, минус 48, на северо-западе минус 33, минус 40. Температура воздуха в столице в 6 часов утра составила 35 градусов ниже 0, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, минус 35, минус 37 градусов. Ну, такая неплохая погода, но, конечно, уже прогуляться будет сложновато. Ну, зима она такая. Скромно сказал Руслан, велик я поставил в гараж. Ну, вчера я точно на велике поехал. Но в современных небоскребах и отелях Европы и Америки, а также Китая, часто после 12 этажа можно сразу попасть на 14 этаж. Этаж с номером 13 отсутствует, чтобы не беспокоить жильцов и гостей. Это, видимо, о сегодняшней дате, да? Ну, я так поняла, что ты подвелся к пятнице 13, и такая, он вспомнил. В пятницу 13 декабря 1907 года один из самых крупных на то время кораблей, построенных в 1902 году, семимачтовая шхуна Томас Лаурсон потерпела крушение на рифах. Интересно то, что испанские и португальские моряки пятницу 13 напротив считают весьма благоприятным днем для отплытия. Это объясняется тем, что Христофор Колумб именно в пятницу начал свое историческое плавание к берегам еще неизвестной тогда Америки. Так что, если вы не склонны к суевериям, сегодня просто пятница и 13 число. Ну, а если склонны, то что? Ну, тоже хороший повод. Делаем мини какой-нибудь посиделки, рассказываем ужастики, смотрим интересные фильмы. Ну, особенно это будет, наверное, здорово, у кого дети-подростки. Да. Но в любом случае, верите вы в суеверие или нет, но утреннюю зарядку нужно сделать всем. Всем доброе утро! Ну что ж, у нас продолжается комплекс с мячом. Для первого упражнения нам нужно отстроиться с вами в нижнюю точку. Округляем спинку и позвонок за позвонком уходим вниз. Уводим мячик на тазобедренный сустав. У нас будет подъем ягодичного мостика и сведение бедра. В исходную точку возвращаемся и уходим вниз. Подъем, сводим бедра и уходим вниз. Сводим бедра максимально до конца, чтобы почувствовать, как соединяются колени. В исходную точку возвращаемся и опускаемся вниз. В верхней точке выдох на сведение. Выдох. 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 Обратите внимание, что ягодица у нас всегда находится в положении тонуса и в положении сжатого состояния. Выдох. 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 Делаем 20 подъемов, 3 подхода. Опускаем аккуратно тазобедренный сустав. На этом упражнение подходит к концу. После небольшого отдыха в 15-20 секунд мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам нужно с вами отстроиться на бок. Увести мяч на внутреннюю поверхность бедра, ноги, которая находится в нижней точке. Далее отстроить свободную ногу за бедром рабочей ноги. Натягиваем стопу, уводим себя на локоть, и у нас будет подъем бедра. Поднимаем бедро за счет внутренних мышц. Выдох. Выдох.
20 подъемов. В верхней точке небольшое удержание. Обратите внимание, что стопа и колено натянуты. Выполнили 20 подъемов на одну ногу, смена, все то же самое на другую сторону. Следующее упражнение, которое завершает наш комплекс, это упражнение на мышцы брюшного пресса. Поднимаем стопу над полом, уводим мяч в центр. У нас будет с вами скручивание, уводим локоть назад и возвращаемся в центр. Выдох, 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 выдох. Данное упражнение рекомендовано выполнять в динамике. Если нам сложно выполнять упражнения с поднятых ног, опускаем ножки вниз и все то же самое. Взгляд прямо перед собой, шея, продолжение спины. В сторону голова не уходит, чтобы инертно не создать иллюзию полного скручивания. Поехали. 20 скручиваний. Слегка округляем спинку и максимально глубоко назад заводим локоть. Опустили ножки и закончили данное упражнение. После выполненного комплекса рекомендовано обхватить себя за колено, уйти в нижнюю точку, свести ножки крест-накрест, увести стопу вниз к ягодицам, оттянуть бедро и полежать в этом положении от 20 до 35-40 секунд и вернуться ко второму кругу. Ну а я желаю всем прекрасного дня, плодотворной недели и спортивного настроения. Ну а сейчас, когда мы сделали зарядку, разогнали кровь по организму, самое время, конечно же, узнать самые последние новости. Мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро! Расскажем актуальные новости к этому часу. Практически 99% новорожденных проходят неонатальный скрининг в медучреждениях России, включая детей из Донбасса и Новороссии. Это позволяет гарантировать максимальную помощь каждому ребенку. В стране реализован скрининг 40 различных заболеваний. Исследования проводят прямо в родильных домах с помощью забора образца крови у новорожденных. В случае выявления подозрений проводится подтверждающее обследование. Более 1000 детей, которые могли стать инвалидами из-за этих заболеваний, получают необходимое лечение. Поддержать наших бойцов и приблизить победу. Такой общественный запрос появился в России с первых дней проведения СВО. Кто-то жертвует деньги, только фонд Народного фронта «Все для победы» собрал более 19 миллиардов рублей. Кто-то становится волонтером. Не остались в стороне и отечественные инженеры. Чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам, был создан Кулибин-клуб Народного фронта. Он проводит отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Объединяя лучшее, быть первым под таким названием в столице республики состоялся Республиканский патриотический форум старшеклассников. Мероприятие приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации. Участниками выступили учащиеся сети школ первого президента Якутии Михаила Николаева из разных уголков республики. Программа насыщена культурными мероприятиями. Так, например, они посетят экскурсию по историческому парку и СВФУ, мотивационную лекцию, также посмотрят фильм об основоположнике якутской литературы и поиграют в интеллектуальную игру. Форум завершится уже на днях. Изучение и понимание истории, достоверной истории и вот патриотизма, конечно, необходимо с самых раннего возраста, даже дошкольного и школьного возраста. И здесь, конечно же, старшеклассники и лидеры старшеклассников, которые собрались здесь в Якутске, от них очень многое зависит, понимание тех событий, которые происходят здесь, и как они, как лидеры, должны влиять на те процессы созидательного развития родной республики и страны.
Всероссийский правовой диктант проводит по всей стране по 13 число включительно. Событие приурочено Дню Конституции России. Тест состоит из 33 вопросов, составителями которых традиционно выступили Всероссийская ассоциация юристов при поддержке государственных и общественных организаций. Принять участие в диктанте может любой желающий с 14 лет онлайн. На прохождение теста дается 60 минут. Правильные ответы станут доступны 13 декабря. Впервые в 2024 году диктант разделен на три уровня. Это базовый, профессиональный и бизнес. И в этом году организаторы сделали тест доступным на 6 иностранных языках. Это английский, португальский, китайский, арабский, испанский и, соответственно, русский язык. В столице республики состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему вечеру профессионального бокса «Вызов Севера». Мероприятие объединило журналистов, поклонников бокса и представителей спортивной общественности, которые с нетерпением ожидали подробностей о предстоящих поединках. Вечер включает 7 бескомпромиссных зрелищных поединков и бой за титул чемпиона. Один из главных боев вечера в последний раз перед родными болельщиками выступит вице-чемпион мира, участник Олимпийских игр Василий Егоров. Также зрители увидят 2 титульных боя с участием якутян Петра Васильева и Михаила Варламова против боксеров из других стран. Соперник достаточно серьезный, хороший, опытный. Пока раскрывать все тайны не будем, так как мы готовились под него. Он сам левша, из далеких Филиппин. У него больше боев на профессиональном ринге, чем у меня. Поэтому посмотрим, ринг покажет. Я настроен, я спокоен. И то настрой только на победу. Сегодня во многих регионах России отмечают День медведя. Кстати, считается, что медведя в старину именовали комом. Об этом свидетельствует название любимой Мишкиными ягоды – каманика. В северных областях это морожка, в южных – ежевика. Исходя из этого, возможно, пословица «первый блин комом» говорит как раз о том, что первое угощение следовало отдавать духу-защитнику, то есть медведю. Какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, узнаем прямо сейчас. На календаре 13 декабря. По народному календарю Андрей Зимний. На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду. Но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метель зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года. Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней. Этот день в истории. 1476 год. Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником. 1577. Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую серьезную экспедицию. 1642. Впервые европейцы достигли Новой Зеландии. 1949. В Израиле создана служба внешней разведки Моссад. 1971. В Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». В этот день родились Генрих IV Бурбон, король Франции, основатель французской королевской династии Бурбонов. Вернер фон Сименс, немецкий инженер, ученый, изобретатель, основатель фирмы Siemens. Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед. Ростислав Плят, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Николай Рыбников, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Андрей и Иван. В 2025 году Социальный фонд России возобновит индексацию пенсий,
Повышение гарантировано всем пенсионерам, как работающим, так и неработающим. Но рост выплат у них будет разным. Подробнее об этом нам сегодня расскажет начальник управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия Лена Наговицына. Доброе утро. Доброе утро. Ну, такая трепещущая, на самом деле, тема, очень всем интересна. Расскажите, пожалуйста, про индексацию пенсий в 2025 году. Хорошо. Доброе утро, телезрители. Доброе утро, студия. Я очень рада, что вы пригласили, потому что это самая актуальная тема на сегодня. Наверное. Это позитивная новость, я считаю, да, возобновление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров. Ну, и неработающим тоже будет проиндексировано. Подлежат индексации с 1 января все страховые пенсии. У нас 3 страховых случая в законодательстве. Это страховая пенсия по возрасту, ну, по старости называется правильно, по инвалидности, ну и по случаю потери кормильца. И все пенсии будут проиндексированы с 1 января. Здорово. 25. А сколько у нас сейчас вообще вот пенсионеров продолжают трудовую деятельность? Ну, наверное, чтобы понять, да, у нас по республике примерно чуть больше 273 тысяч пенсионеров. Из них, которые работают у нас, 90 900 с лишним, ну, почти 91 тысяча пенсионеров, которые возобновится индексация страховых пенсий. Давайте поконкретнее, на конкретном каком-то примере рассмотрим, как будет проходить индексация для работающих пенсионеров. Да, чтобы было более понятно. Да, конечно, чтобы было понятно. Давайте примерно рассчитаем. Да? Возьмем, округлим суммы гипотетически. Да? Представим, что пенсионер с 2017 года, у него пенсия не индексировалась, так как он работал. И он сейчас получает пенсию, например, 18 тысяч. Ну, круглую сумму возьмем, чтобы людям было понятно. Да? Как мы определяем размер доплаты? В данном случае, получается, в первую очередь мы определяем размер пенсии со всеми индексациями, которые были пропущены, которые имели место в период его работы. И еще индексируем на коэффициент, который будет с 1 января 2025 года, то есть на 7,3. И мы получаем размер, скажем, 30 тысяч. Далее мы определяем размер пенсии, который с учетом индексации за период работы, но уже без индексации с 1 января. И мы получаем 28 тысяч. Разница между 30 и 28 тысячами добавляется к той пенсии, которую пенсионер получает на конец 2024 года. То есть 18 плюс 2 тысячи, получается 20 тысяч получает пенсионер, который работает. А вообще вот как пенсионеры могут посмотреть сумму пенсии с начисленной индексацией? Размер пенсии, ну, самый доступный, удобный, я считаю, это на сайте госуслуг. Там достаточно быстро мы заходим, запрашиваем справку и размер и к выплате, и начисленные пенсии там указаны. То есть там вся расшифровка Да, есть? вся расшифровка там имеется. Доступно, быстро. А в целом вот пенсия будет увеличиваться у всех работающих пенсионеров и на таких же условиях, как у неработающих? Да, индексации подлежат, мы сказали, как и работающим, как и неработающим, но у нас еще продолжается индексация. В следующем году будет с 1 апреля социальных пенсий, да, это у нас ежегодно, а также у работающих с 1 августа. Ну, то есть можно, в принципе, в госуслугах все это отследить и посмотреть, конечно, как да. за год Масса изменилось. информации, все это будет доступно и понятно. А после январской индексации пенсии будут ли дополнительные перерасчеты пенсии для пенсионеров в Якутии? Ну да, я вот только что сказала, да, кроме страховых у нас с 1 апреля это социальные пенсии будут индексироваться, коэффициент индексации определяется правительством с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации за прошедший год. Хорошо. Спасибо. Здорово, отличная новость, спасибо большое. Такую новость очень, наверное, приятно получить с утра, но и самое главное, теперь понятно, как разбираться с индексацией. И в приятном ожидании ожидаем увеличения пенсии. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну а мы продолжаем. Еще с древнейших времен профессия врача считается самой важной и героической среди прочих. Ведь люди этой профессии не просто лечат заболевания и наблюдают больных, они постоянно спасают чужие жизни. 6 декабря прошел конкурс профессионального мастерства среди медицинских работников станции скорой медицинской помощи Якутска, где врачи показали свои блестящие навыки. Подробнее в следующем сюжете.
Ранним утром, поздним вечером и среди ночи, летом в плюс 30 или зимой в минус 50. Для спасения жизни нет временных ограничений. Врачи выезжают на вызовы, преодолевая любые расстояния, действуют четко и слаженно даже в самой экстренной ситуации. А проявить себя и узнать свои возможности они могут в ежегодном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи». Конкурсы такие нужны для проверки самого себя и своих навыков. Если что-то тебе непонятно, лучше пусть тебе здесь помогут, объяснят, поправят, чем будешь сталкиваться с данными непредвиденными ситуациями практики. Конечно, это больше для себя, как практические навыки, оттачивать свои навыки. К этому мероприятию врачи готовятся заранее, оттачивая свои навыки, которые здесь они демонстрируют на практических этапах, погружаясь в реальные условия. Задача команды – правильно оценить обстановку, быстро определить диагноз и оказать первую помощь. Но самое главное в работе бригады – это командный дух. Здесь каждый готов прийти на помощь не только к больному, но и друг другу, и даже примерить на себя роль больного. По легенде, я упал с 3-го этажа, курил на балконе, и они будут выяснять, какой диагноз у меня будет. Первая бригада уже выяснила, справились хорошо. Спасли вас? Да, спасли. И как бы все отлично, все прошло. Врач – это не просто профессия. Когда случается беда, мы доверяем им свое здоровье, а порой и самое ценное – жизнь. Это ли не говорит о том, что врачи действительно наши ангелы-хранители? Реанимируешь, когда человека, и человек оживляется, успешная реанимация. Потом как-то очень хорошее чувство. Не зря человек учился, то есть работаем не зря. Очень плохо, меня прямо все, я засыпаю уже, я так хочу спать, меня сейчас вообще вырвет. Конкурс проходит уже в 3-й раз и собирает лучших в своем деле. Отрадно, что участников становится с каждым годом все больше. А это значит, что с каждым годом становится все больше людей, которые стремятся безвозмездно помогать. Илана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Разные бывают конкурсы профессиональной компетенции, это, наверное, самый сложный, потому что можно разные случаи разыгрывать, разные ситуационные задачи решать, но ситуационные задачи именно медиков, мне кажется, самое трудное. В целом, самое главное, что это позволяет получать опыт определенный, и если, например, в реалиях, там тебе никто про ошибки не скажет, то здесь уже есть специалисты, которые могут всегда тебя, вообще тренировка — это всегда очень хорошо, особенно у спасателей, которые всегда спасают жизни, медики. Да, наверное, потом уже в более экстремальной ситуации, реальной экстремальной ситуации чувствуешь себя более уверенно. Конечно. Мы очень рады, что такие конкурсы есть, и было очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Да. Но мы двигаемся далее. Если вас не особо устраивают короткие обрывки новостей, вы любите основательно вникнуть в тему, вдохнуть запах свежей газеты и отложить в сторону смартфон, то следующая рубрика для вас. Здравствуйте! Краткий обзор нового выпуска газеты «Якутия». Представлю я, Никита Ананьев. Темой номера стала актуальная для нынешнего времени тема патриотизма. В чем выражается патриотизм? Какие его проявления мы можем наблюдать в ежедневном режиме, а не по указке сверху? Чем отличается реальный патриотизм от записного? На эти и другие вопросы постарались ответить журналисты газеты, эксперты и, собственно, герои публикаций. Одним из таких героев, безусловно, стал писатель Валерий Никифоров, Суоруола. Недавно он в очередной раз отправился в зону СВО, где с перерывами воюют практически с самого начала спецоперации. Пронзительное интервью с ним, безусловно, один из главных материалов номера. Также тему патриотизма продолжает разговор с главой русской общины Якутии Екатериной Егоровой. Эта общественная организация основана ровно 30 лет назад и внесла значительный вклад в дело дружбы народов Якутии. Интересную премьеру анонсирует Кюнэ Еремеева в рубрике «Худсовет». В следующий вторник в столичном театре юного зрителя состоится единственный показ нового спектакля «Аланхо» от самодеятельных артистов Нюрбинского улуса. В этой же рубрике читатели смогут узнать эксклюзивные подробности предпремьерного показа фильма «Алдан». Новая работа якутских кинематографистов вызвала живой отклик у зрителей, ведь это едва ли не первый художественный фильм, целиком посвященный боевым действиям в зоне СВО. Об этих и других не менее интересных фактах и событиях вы узнаете в свежем номере газеты «Якутия».
С каждым днем Новый год все ближе и ближе. Предновогоднее настроение создают магазины, украшая свои витрины гирляндами, елками и другой новогодней атрибутикой. Но новогоднее настроение в первую очередь, конечно, мы создаем себе сами. Вот и житель Новосибирска решил украсить свою машину к Новому году. Установил елку на крышу и натянул гирлянды. Автомобиль действительно выглядит очень празднично. Он зеленого цвета, его украшают изображения елок и Гринча, героя рождественского фильма. На крыше машины установлена украшенная ель и подарочная коробка с бантиком. На кадрах можете увидеть, как машина дрифтует по снегу, освещая огнями ночную улицу. Хочу такую машину. Нет, ты серьезно. Праздничная. Вообще. Я вот, знаешь, еще у меня же большая машина, такую большую машину украсить елкой и, правда, ездить по городу. Интересно, у кого будет такое настроение? Ну, видишь, здесь тоже есть нюанс. Вот житель Новосибирска, он не выехал на дорогу общего пользования, то есть это, соответственно, слушай, а, наверное, ездит же на парковке. Подожди, наверное, это нужно занести в изменение автотранспорта. Ну, конечно, когда тебе сразу изменение. первый пост ГАИ тебя остановит. А я их поздравлю с наступающим Новым годом. Я думаю, меня отпустят. Ну, посмотрим. Да, но в целом я помню, вот мы как-то несколько лет назад, ну, было очень холодно в предновогодние дни. Мы взяли кабриолет УАЗ, ну, как кабриолет, без крыши, УАЗик, переоделись в Дедов Морозов и ездили по городу Якутску. Где кадры? Ну, были они все, да, даже на федеральные каналы попадало. Это где-то было лет 5 назад, наверное. Надо повторить. Ну нет, слишком, это только один раз. Ага, сразу Руслан решил такой, нет, Было я холодно. уже стар. Был, знаешь, какой момент? У меня были такие очки горнолыжные, здесь была борода Деда Мороза. И, в общем, пока мы проехали тогда это был клуб Европа, до площади Орджоникидзе, я снял очки, и у меня вот здесь были как обморожение получил. Вот. Ой, ужас какой. Ну, вообще, это того стоило, я уверена. Да. С наступлением холодов, да, вообще автолюбители расчехляют портативные гаражи и готовят автомобиль. Зимой у автомобиля все должно быть подготовлено к суровой эксплуатации. Сальники, пыльники, технические жидкости, надежный аккумулятор и многое другое. Ну а следующая информация будет полезна автолюбителям, которые эксплуатируют автомобиль зимой. Доброе утро, дорогие друзья! С наступлением холодов, естественно, все расчехлили свои портативные гаражи. У нас город прямо весь в них сейчас стоит. И, как мы все очень хорошо знаем, самая нижняя точка технической части автомобиля – это будет поддон картер двигателя. Все масло скапливается в нем. Соответственно, когда машина стоит на улице, то самая первая точка, которая начинает мерзнуть, это именно поддон. Нужно заливать соответствующее масло на такой суровый сезон. Не сезон, а время года, так скажем, да? Допустим, летом вы заливаете масло 5W30, зимой нужно 0,30. Почему? Грубо говоря, первая цифра – это у нас температурный режим, да? W – это слово winter, пятерка – холодный запуск. Вязкость масла при холодном запуске. Тридцатка – это когда уже ваш двигатель принял рабочую температуру. Здесь у нас идет нулевка. Чем меньше первая цифра, тем легче маслу, так скажем, прокачиваться в минусовую погоду. Да, соответственно, вот это масло, оно будет более текучим, нежели вот этот на холодный двигатель. При рабочей температуре, когда двигатель уже разогреется, да, то у них вязкость будет абсолютно одинаковая, и на работу двигателя это никак не скажется. Он будет работать именно так, как должен работать с завода. Продолжая тему портативных гаражей, может быть такая ситуация, то что вы оставили машину на ночь, да, под портативным гаражом, и за время работы двигателя просто поднимается конденсат, все же закрытое помещение, и может быть такое, что просто двери замерзнут, а именно ваши резинки уплотнительные примерзнут к двери. Чтобы таких ситуаций избегать, настоятельно рекомендую вам использовать вот примерно такие силиконовые смазки, а именно вот с таким вот аппликатором. Почему? Потому что так меньше расхода и, так скажем, больше КПД. Так, следующее у нас по списку. Это хорошее, так скажем, обслуживание вашей ходовой части автомобиля. Такие смазки, любые, которые, так скажем, идут до хорошего минуса. Да? Конкретно вот эта вот смазка до минус 53 градусов. Ей можно будет смазать и ступичные подшипники, шариковые, роликовые. Можно будет смазать привода, можно будет смазать крестовины. В общем, нужно обслужить свой автомобиль именно зимней смазкой. Дальше для обладателей дизельных автомобилей настоятельно рекомендуется в зимнее время заливать смазку ТНВД. Для чего
так как у нас смазка зимняя, оно все, ну, так скажем, чем больше минус у нас в городе, тем более сухое топливо у нас становится. И для того, чтобы у нас ТНВД раньше срока не выходил из строя, лучше всего заливать именно специальную смазку для ТНВД. Добавляется оно как добавка в топливо. И точно так же, да, допустим, вы захотите поехать куда-то в межгород, да, какой-нибудь, ну, куда-нибудь на долгую дорогу, настоятельно рекомендуется дизельным автомобилям брать с собой антигель. Без антигеля, ну, выезжать куда-нибудь, так скажем, далеко от города, от населенных пунктов крайне опасно. Поэтому такая штука всегда должна лежать в автомобиле. Надеюсь, наши советы вам помогут безопасно, а что самое главное, приятно использовать ваш автомобиль в зимний период. Кажется, будто такой важный прием пищи, как завтрак, существовал всегда. Однако, как ни странно, это не так. На протяжении многих тысячелетий люди не уделяли особое внимание завтраку, зачастую пропуская этот прием пищи. Иногда дело доходило до осуждений. Например, великий богослов XIII века Фома Аквинский был убежден, что есть до утренней мессы – это грех, так как такой прием пищи прерывает пост. Но ежедневным ритуалом на завтрак стал в период индустриализации, когда крестьяне стали переезжать в города и понемногу формировать новый рабочий класс. В разных странах начало этого периода относится к разным годам. Например, в Великобритании завтраки стали появляться в 1500-х годах. Историки считают, что Тюдоры изобрели современные завтраки в XVI веке как побочный эффект изобретения концепции занятости. Ну а откуда не пришла бы традиция завтракать? Безусловно, одно – день нужно начинать с чего-то полезного и вкусного. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Андрей, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня мы с вами приготовим быстрый десерт из творога за 5 минут. Для этого нам понадобится творог 200 грамм, горький шоколад, мандарин, персик консервированный, грецкие орехи, сахарная пудра и мед. Первым делом, с чего мы начинаем? Мы берем наш творог, добавляем туда столовую ложку меда и все это хорошенько размельчаем. Вообще завтракать с творогом, мне кажется, это самая хорошая идея, потому что творог содержит очень много белка и кальция. Ну а также, если вы ходите в спортзал, то он помогает для набора мышечной массы. Для измельчения мы используем блендер. Отложим пока это в сторону. Дальше мы берем грецкие орехи и половину из них нам нужно будет измельчить, но не сильно мелко. Можно использовать для этого нож, скалку, чем удобнее. Шоколад нужно настругать тоже ножом. Можно использовать терку крупную. Половину мы используем в нашу творожную массу, половину мы оставим для украшения. Ножом получается более-менее красивее, нежели чем на терке. Все равно шоколад имеет свойство таять, и по терке он просто размажется. Далее мы берем персик консервированный и половину мандарина. Все это мы сейчас превратим в пюре. Добавляем сюда мед, остатки меда, как раз еще 1 столовая ложка. Данное количество ингредиентов как раз рассчитано на 2 персоны. Мы добавляем грецкие орехи, половину горького шоколада в творожную массу и все это перемешиваем. Но уже не перебиваем блендером, так как просто орехи и наш шоколад, оно все измельчится. И уже будет не актуально то, что мы делали с ним ранее. Просто вилочкой все это перемешиваем. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений можно добавить сахарную пудру. Кто любит послаще, если сахар не нужен, то можете не добавлять. Вот. Почему я использую сахарную пудру? Потому что она мелкая и быстро растворится. Если использовать обычный сахар, то эти крупинки, они будут не совсем приятно играть во рту.
хрустеть на зубах. Равномерно распределяем творожную массу. И добавляем теперь фруктовое пюре. Для украшения можно использовать дольки мандарина и горький шоколад, стружку горького шоколада. Наш легкий и быстрый завтрак готов всего за 5 минут. Приятного аппетита! Ну, желаем вам отличного утра, хорошего завтрака. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Музеи – важная часть социокультурного пространства. Они позволяют посетителям учиться новому, погружаться в популярную культуру, знакомиться с единомышленниками и, кстати, улучшать свое психологическое здоровье. Музеи и галереи искусства – это хорошее пространство для размышлений о вечном, о смысле жизни, любви, вдохновении. Наша рубрика «Музейный гид» продолжает знакомить с интересными экспозициями. Покорение географических полюсов Земли, Северного полюса, всегда волновало путешественников, исследователей. После серии неудачных попыток достичь Северного полюса на аэростатах, путешественники обратились к дирижаблям. И первая удачная экспедиция была совершена норвежским исследователем, путешественником Руалем Амундсеном и инженером Умберто Нобили в 1926 году. Эта экспедиция блестяще доказала, что можно осваивать Арктику с воздуха. Амундсен всю свою жизнь посвятил покорению белого безмолвия. В 1929 году по приглашению советского правительства Умберто Нобили посетил Советский Союз и помогал в возрождении отечественного воздухоплавания. И уже в 1933 году был построен первый дирижабль. И вот с той поры начались такие многоплановые, систематические исследовательские полеты. И было еще раз доказано, что при надлежащем полете, при надлежащей экспедиции возможно покорять такие большие расстояния и исследовать Арктику. В Национальном художественном музее в постоянной экспозиции искусства Якутии представлена картина первого народного профессионального художника Ивана Васильевича Попова «Над Верхоянским хребтом». На картине запечатлена первозданная, невероятная природа, Верхоянские хребты. И такие мистические, парящие дирижабли – это чудо техники 30-х годов XX века. Такое согласие удивительное человека и природы. Доподлинно неизвестно, видел ли наш художник дирижабли в небе, но то, что эти дирижабли были в небе над Якутском, доподлинно известно. В 1929 году, 18 августа, в 7 часов утра над Якутском пролетел дирижабль под названием «Граф Цепелин». Его встречали восторженные жители Якутска жестами, криками, потому что это действительно было чудо, это было удивление, когда над ними пролетала такая огромная махина. Это над людьми, которые машин-то редко видели. И Иван Васильевич, конечно, слышал об этом таком историческом моменте и запечатлел это на своей картине, где мы можем сейчас, по прошествии стольких лет, лицезреть гармонию человека, природы и техники.
В аргентинской провинции Чубут, в заповеднике Пунта-Нинфас, у магеллановых пингвинов начался сезон размножения. Эти птицы известны своим особым способом ухода за детенышами. Оба партнера по очереди высиживали яйца в течение 40 дней с конца сентября, чтобы после вылупления также сообща ухаживать за подрастающим поколением. Научная сотрудница Всемирного общества по защите пингвинов Кандала Тизера сообщила, что первенцы появляются примерно в середине ноября. Напомним, что магеллановые пингвины находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную Красную книгу. Отец выкармливает птенцов где-то до февраля. В это время малыши впервые выходят в море и меняют свой пух на взрослое оперение. Как только они делают это, появляется возможность впервые выйти в море. Родители делят обязанности. Один остается в гнезде и заботится о птенцах, а другой отправляется в море искать пищу. Потом они меняются местами. Какие заботливые родители. Все как у людей. Все как у людей. Ну, а прямо сейчас к другим новостям. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Пенсия работающих пенсионеров вырастет в январе на 7,3%. При этом правительство России может дополнительно увеличить пенсии, если рост цен по итогам года окажется выше коэффициента инфляции. Индексацию применят не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за период трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрели для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий законодательно закрепить правовой механизм установления границ речных портов, а также их создания и расширения территории. Также предлагается дополнить кодекс статьями для комплексного урегулирования всех вопросов, касающихся создания, открытия и закрытия речных портов, в том числе вопросов установления и изменения местоположения границ их территорий. Закон вступит в силу через 180 дней. Предприниматели из 17 муниципальных районов и города Якутска приняли участие в ежегодной республиканской выставке «Бизнес-Экспо-2024». На выставке был представлен широкий спектр товаров – от продовольствия и якутских деликатесов до бижутерии из натуральных материалов и одежды с национальным колоритом. Из года в год желающих участвовать в выставке становится все больше, и ассортимент представленных товаров все шире и интереснее. С каждым годом количество желающих у нас растет, но на сегодняшний день уже в Якутии практически нет помещения, которые бы удовлетворяли потребностям. Очень много предпринимателей хотят принимать участие, поэтому очень необходим экспоцентр, чтобы проводить уже не просто наши якутские выставки, а межрегиональные нужны. Поэтому мы развиваемся, предприниматели в столь сложное время тоже создают рабочие места, создают товары и услуги, которые для народного потребления сегодня необходимы. В Нерюнгринском районе проходит акция «Елка добра». В фойе районной администрации установлена елка, украшенная открытками с именами детей участников СВО. Принять участие в акции может каждый желающий. Нужно снять выбранную открытку с именем с елки, купить новогодний подарок, позвонить сотруднику администрации по указанному номеру и договориться об удобном времени передачи подарка. После чего Дед Мороз и Снегурочка развезут подарки адресатам. Это, наверное, пожалуй, самая главная елка на территории нашего района, потому что это елка добра, на которой висят открытки с именами детей, участников специальной военной операции. Вот поэтому мы для себя такое решение приняли, что пока их отцы защищают интересы нашей Родины на полях специальной военной операции, мы здесь постараемся, приложим все усилия для того, чтобы сделать детям максимально новогоднее настроение и вручить те подарки, которых они так ждут от Деда Мороза и Снегурочки. В Якутске проходит масштабный республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2010 годов рождения. Соревнования проходят в зале лучников Республиканского училища Олимпийского резерва имени Дмитриева. В турнире принимают участие юные борцы из 13 районов Якутии, представляющие различные спортивные школы и клубы. Соревнуются в 13 весовых категориях. Результаты соревнований будут играть ключевую роль в формировании сборной команды Якутии для участия в будущих региональных и всероссийских соревнованиях. Меня привел отец в этот спорт. И я в детстве смотрел Виктора Лебедева.
из-за этого сюда пришел. Все хотят в сборную попасть, чтобы показать себя, чтобы побороться на Дальневосточном федеральном округе и на России. Я люблю проходить боковую ногу. Это мой любимый проход. И потому что мне так удобно и легко забрать балл. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. Школа – это целый мир, своеобразная модель социума, где собрались несколько сотен детей и несколько десятков учителей. И у всех у них есть свои взгляды на жизнь и свое мнение на любой вопрос. Соответственно, конфликты в школах неизбежны. И иногда для решения спора без третьей стороны не обойтись. В этом случае на помощь приходит медиация. В Якутии запущен медиативный проект «М-помощь», который стал победителем грантового конкурса главы Республики Саха-Якутия в направлении поддержка проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2024. Подробнее о проекте нам сегодня расскажет Долгуяна Иванова, руководитель проекта, юрист, медиатор, конфликтолог, и Екатерина Корнилова, кандидат исторических наук, доцент, медиатор. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте и что такое медиация и для чего она нужна. Вы правильно заметили, когда говорили вводное слово, что школа – это большой социум, там много детей, учителей, родителей. И у каждой группы есть своя задача. Учителей обучать, детей учиться, да? Администрации, чтобы школа работала, функционировала, есть еще родители. Да, действительно неизбежные конфликты, но все конфликты в этой жизни можно решить мирным способом. Медиация – это об этом. Что при помощи нейтральной, третьей, независимой стороны можно урегулировать конфликт. Но в школе мы говорим не только об урегулировании, мы говорим еще направление о профилактике. Да? Чтобы школа была безопасным местом для всех этих групп. Вот для этого мы написали проект. Это интересно очень. А в каких школах он реализуется? Потому что вот наши мы вроде не сталкивались. Нашими партнерами по этому проекту являются такими теоретическими консультирующими партнерами являются Московский государственный психолого-педагогический университет и наш институт психологии нашего Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова, также среднеобразовательные школы города Якутска и Калгаласского улуса. Так, в школе здесь, в городе Якутске, мы были, они являются нашими партнерами, Политехническом лицее, также Национальном политехническом среднеобразовательной школе номер 2. И еще, ну вот в Покровске мы были в школе номер 1, тоже среднеобразовательная школа. Ну и еще были в школах, где нас приглашали, приняли. Мы были еще и в 26-й школе. Вот. Ну, в школе не только получают знания, да, но и там формируется личность, становление личности, формирование личности. Оно не может быть не конфликтогенной. Поэтому как раз этот проект востребован в нашем обществе. Ну и надеемся, что вот эту новую технологию разрешения конфликтных ситуаций с применением методики, способов медиации наши учителя, родители, школьники приняли за вооружение. Здорово. Ну, вообще, да, действительно, вот вообще во время обучения нет времени тратить силы на конфликты и так далее. А какие направления есть у проекта? Мы взяли 3 направления. Это обучающее, это просветительское и это практическое. Да? Обучающее – это чтобы для учителей, да, показать, не только для педагогов, это и социальные педагоги, это педагоги, психологи, ну и администрация, соответственно, родительское сообщество, которое активно помогает в школе. Для них показать, какие методы, какие способы возможны и где, в каких случаях, в каких конфликтах, да, какого рода конфликтах можно было бы их применить. Например, есть разные не только медиация, сама школьная медиация, но есть и практика восстановительного подхода,
на круги сообщества. Вот целью нашего проекта было показать, что есть такая методика, что его можно использовать вот так. Да? Детям также мы показывали, обучающимся, как можно разговаривать, как можно не конфликтовать, как, в каких ситуациях в школьных, да, возникающих в школе разных ситуациях реагировать. И практическое направление — это когда мы выходили на острые конфликты, когда школа сама своими силами, считает, да, что сама своими силами не может в этой ситуации быстро, оперативно и комфортно, безопасно урегулировать. С чего началась ваша история работы в области медиации? Как вот вы решили заняться именно этим направлением? Вообще, если говорить о России в целом, то 2011 года вступил в силу федеральный закон о медиации, да, коротко говоря. Ну, медиация применяется во всех сферах жизни, но школьная медиация, она немножко другая. Она немножко другая, потому что здесь о восстановительном, обучающем, воспитательном эффекте. Мы в школе должны говорить не о том, что ребенок что-то плохое сделал, да, что-то совершил, какой-то проступок, а именно начать с того, что у ребенка хорошо получается. Да? Даже наш лектор Наталья Владимировна, она все время в своих лекциях говорила, когда заполняете, уважаемые учителя, электронные дневники, пожалуйста, начинайте с того, что у ребенка, у Пети хорошо получается. А не так, чтобы ваш Петя сделал что-то плохое. То есть на плохом не зацикливаться. Да. Вообще о безопасности, о воспитании, о бережном отношении ко всем участникам образовательного процесса, образовательной организации. Об этом. В целом, у вас какие дальнейшие планы и откроются ли в дальнейшем в каждой школе вот такие службы примирения? Ну, в целом, вообще, по Российской Федерации служба медиации есть в школах, так? Но в некоторых школах они работают не по назначению. Вот. Не все знают. Ну, это тут имеется много разных объективных причин. Они пока... У нас действует федеральный закон 193. Мы коротко называем федеральный закон медиация, так, полностью федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника, процедуре медиации. Не все знают в нашем обществе, и мы, вот, наша команда, стараемся создать в обществе атмосферу, что конфликт можно разрешить экологично, экономично за сравнительно короткое время. Вот, не искать виновных и как наказать, да, а именно как разрешить конфликт, как научиться общаться. Как научиться общаться конструктивно и доброжелательно друг к другу. Спасибо большое вам Спасибо, за очень очень важное дело. Я думаю, что в школах это принесет большую пользу. Спасибо. Мы завершаем неделю такой замечательной темой. Правда, любой конфликт можно разрешить. Пусть их будет как можно меньше в вашей жизни. Но мы желаем вам отличного, продуктивного рабочего дня. И увидимся уже с вами на следующей неделе. Снежный морозный день проскакал по городу олень. Он летел над лугой мостовой, белым лесом пущенной стрелой. Зернись лесной олень, а тенью учи меня, олень, оленю, без сосны рвутся в небо, не быть живет и не быть, учи меня туда, лесной олень. Он бежал из сильные рога, задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, за тенью учи меня, олень, оленью, где сосны рвутся в небо, не
Говорят, чудес на свете нет, и снегами скрыт оленя след. Только знаю, он ко мне придет, если веришь, сказка живет. За мной лесной